Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс» в студии Диляра Юсупова. И сегодня рассмотрим русскую литературу в лицах. И у нас в гостях не нуждающихся в представлениях прозаик, поэт, сценарист Денис Осокин. Здравствуйте. Здравствуйте. Лауреат Государственной премии имени Тукая, лауреат кинопремии «Ника», «Кинотавр», лауреат литературной премии имени Андрея Белого, дебют «Звездный билет» и еще много чего. У нас, наверное, не хватит программы, да, чтобы все это перечислить. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да, Денис, вот в последнее время о вас не так много слышно, и, наверное, это такая классическая история для писателя, когда вот он выстреливает, потом как бы проваливается, потом опять выстреливает. Мне кажется, это вообще позволительно только писателю. Вот так вот. Вот эти вот провалы такие, знаете, во времени и пространстве, вот как вы к ним относитесь, и, как считаете, молчание для писателя — это тоже вот своеобразное высказывание? Молчание, естественно, это часть писательского существования, часть работы. Но я ведь не молчу, просто чаще, наверное, чаще говорят, когда что-то выходит новая книга, новый фильм, новый спектакль. Вот это бывает ведь не часто. А писатель — человек не публичный, писатель не артист, и я просто живу, работаю, вот поэтому. Я знаю, что какая-то работа у вас ведется, и скоро будет то ли новая книга, то ли фильм, что-то планируется, какая-то премьера. Книга, которая последняя вышла в 2019 году в издательстве АСТ «Огородное пугало» с ноября по март, она вся закончилась, тираж закончился, и я подписал в 2023 году весной с издательством «Альпина», очень хорошим, договор о выходе новой бумажной книги, и мы планируем ее в 2024 году, только не знаю когда. То есть это будет новый бумажный сборник. Это вот по линии литературы, да. Плюс я еще и просто пишу то, что потом будет опубликовано. Секретик какой-то, что-то, может быть, грандиозное готовится, нет? Может быть, уже раскроете? Мне все дорого, что я делаю. Я ведь пишу очень коротко. То, что я делаю, это такая чистая поэзия. Это очень короткая проза. Это очень небольшое количество стихов, которые объединяю в сборнике. Вот. И я потом собираю написанное, публикую в литературных журналах. А когда намечается новая бумажная книга, то я собираю и ранее написанное, и новое. Вот как это будет в книге с Альпиной. Там очень интересная конфигурация, содержание. И то, что многие знают, то, что было все экранизировано, как они сами выразились, хиты. Вот. Плюс топы такие, да? Плюс новое, бесконечно мне дорогое, то, что не было в формате бумажной книги никогда опубликовано. Потому что я за последние годы написал. Ну вот ваше творчество тесно связано, да, с фольклором, с народными традициями, такими вот исконными традициями народа. Как вот, расскажите вот про эту любовь, да, вот в эту сторону. Как вы пришли к этому? Почему именно вот такой ориентир? И с чего это началось? Ну, эта любовь росла вместе со мной. Ничего специально так вот извне. Я не помню, чтобы меня так раз на меня повлияло, сформировало и запустило. Это прямо вот вместе со мной росло с детсадовского возраста. Меня страшно тянуло к народным песням, к сказкам, ко всему, потому что книг ведь было много в доме, но особенно эти. В школьном возрасте это все становилось больше, в старшешкольном совсем много. А в университете я уже продолжил все это любить и начитывать, нарабатывать. Из этого очень многие мои работы, деятельности проросли. А литература моя, то есть моя личная такая поэзия, вот моя художественная литература, она и связана с пестротой мира, как я это называю, то есть вот с языками, с культурами, и не связана тоже вообще. Я пишу по-разному. Мне такую службу, знаете, режиссеры сослужили, что эта тема моя главная. То есть ко мне за этой темой чаще... Почему-то вас называют же писатель-фольклорист, вот эти все привязки. Кто-то так меня называл, кто-то меня так не называл. Это совершенно не обязательно. Я эту тему, эту сферу очень люблю. Это моя такая родная сфера информации, которой я хотел бы в наибольшей степени владеть. По сути, мое образование. Да, я, кстати, вот вы мне прислали информацию о себе, да, вы писали дипломную работу в нашем Казанском университете.
Семантическое поле народных названий ядовитых растений и грибов в русском языке. Я извиняюсь, но что это? Я заканчивал филологический факультет, то есть учился и заканчивал через кафедру истории русского языка и языкознания. То есть это лингвистическая кафедра с очень славными традициями, Казанская лингвистическая школа, знаменитая еще с дореволюционных времен. Вот, и я, поскольку у нас кафедры фольклора нет отдельной, есть по языку вот была кафедра истории русского языка и современного русского языка. Я пошел на историю. То есть и писал все свои курсовые на стыке своей любимой фольклористики, этнографии и лингвистики. То есть я стал идти придерживаясь языка, потому что язык это, безусловно, вне всякого сомнения, самая главная путеводная нить и просто база всего. И поэтому я по образованию вот филолог через кафедру истории русского языка и языкознания. Плюс, вы когда выбирали такую тему, вам преподаватель вам? А еще я хотел заниматься и занимался фольклором, этнографией, плюс меня всю жизнь интересует биология, все, что связано с живой природой. И мой диплом, он написан на стыке лингвистики, фольклористики и чистой биологии, токсикологии. У меня половина позиций в списке литературы была по биологических. Вот. Потому что из растений, которые ангажированы в народную культуру, вот ядовитые, допустим, и опасные, они очень тесно сопряжены с народной магией, и по ним очень много народных названий. На каждый вид там по 40-50 диалектных, там разных со сторонах. Плюс я еще славянские языки привлекал, другие дополнительные. Я вот собирал, я сам составил группу интересующих меня растений, на которых в народной культуре люди всегда особое внимание обращали, повышенное. И вот я ими занимался как филолог, потому что, у меня были определенные проблемы с моей родной кафедрой, потому что я очень сильно уходил и в поэзию, и из лингвистики. Но огромное им спасибо за лояльность, за то, что они мне помогали, поддерживали, и ставили мне хорошие оценки. И поэтому я делал диплом вот на таком пограничье, лингвистики, фольклористики и чистой биологии. Это очень необычно, на самом деле. Я в первый раз наверное, достаточно редко, но я, по сути, только своим дипломом наметил себе путь, обозначил проблему, поставил такую дверь, приоткрыл ее, а идти в нее еще очень много можно. У нас чудесная библиотека, у нас очень много прекрасных словарей ботанических, в том числе старых дореволюционных травников, где очень много названий покрасивейших, которых, кроме специалистов, никто не знает. И мне хотелось вот это все поднять, собрать и посмотреть, какие смыслы стоят близко или далеко вот за этими именами, которые человек давал этим растениям и грибам. Поэтому работа была интереснейшая. Я бы даже почитала, если честно, просто, Может, я когда-нибудь у меня даже была идея немножечко его вытянуть из науки в сторону такого, может быть, эссе, немножко ближе к литературе и опубликовать. Может быть, я когда-нибудь так и сделаю. Но вот для того, чтобы писать, про народ, важно ли, как сказать, быть в среде обитания, в которой они находятся? Я знаю, что... насколько широка ваша география вашего, скажем так, писательского пути и реальная физическая. Вы бываете во всех местах, о ком вы пишете? Я, насколько знаю, что нет. Нет. Дело в том, что я люблю, как я это называю, дотягиваться. На то я и художник. И не обязательно, чтобы физическая реальность была так запараллелена с моей литературой. Наоборот, до многих географий, до многих сторон я дотягивался через собственный внутренний мир, через свои желания, свою любовь, прежде всего, через географические карты, имена, через
лингвистические словари, самоучители по языкам, через карты. Мне карты всю жизнь главные мои помощники, моя любимая категория литературы. То есть я картами очень много пользуюсь. Как вы работаете? Ну, я, Ну, например, у открываете меня, карту. например, у меня есть 2 книги о благородных пугалах, и там действие происходит в Латвии. И более того, на титульном листе написано, что эти книги о пугалах будто бы переведены с латышского языка. То есть они будто бы написаны на латышском и переведены. Вот. Писал я их в Казани, в основном, и в Латвии никогда не был. Для меня это совершенно никакая не помеха, вот ни капельки, потому что я чувствую те края по-своему. И очень давно, опять-таки, через народные песни, через чудесную литературу, по фольклору, то есть фольклорную и околофольклорную, и научную. И просто сами названия на карте способны меня к себе потянуть и помогать мне видеть тот мир, тем более, что он не вполне физический, он очень поэтический. То есть вот так вот я, не выходя из письменного, не вставая перед письменного стола, могу дотягиваться. Но так я работаю не всегда. И как, совпадает это? Как-то вы уверены, что это совпадает с реальностью? Ну, то есть то, что вы Я пишете... не стремлюсь, ведь я не стремлюсь быть абсолютно... Документальности, да, какой-то? Да, конечно. Я от первого слова до последнего остаюсь поэтом, и, конечно же, говорю своим голосом по-своему, как я, что я думаю, чувствую. Вот. Там очень много, там больше мечтаний, там больше... Какие-то миры, я заметила, вы вообще создаете часто какие-то миры фантазийные, да. Вообще, но в то же время это вроде бы не фэнтези. То есть как назвать этот жанр можно? Вот в каком направлении вы работаете? Ну, точно не фэнтези, точно не сказка. Я всегда Хотя очень похоже, кстати, какой-то как это правильно называется? Сказочное повествование все-таки присутствует какое-то, как будто бы. Ну, оно отдаленно смахивает в чем-то, но для меня это... когда же написано на обложке моих книг, на обложке последней книги, там есть слова от издательства, но это, по сути, мои мысли, которые я в интервью не раз озвучивал. Для меня то, что я делаю, это ни в коем случае не сказка, не фэнтези, а это такая сверхправда. То есть это правда, как правда более чем, правда, которая сильнее правды физического мира. То есть это то, во что я с радостью готов сам отстаивать эти выводы, вот, эти поэтические открытия. То есть я рад отстаивать и нести в мир Но нет определения, да, какого-то У меня лично направления? нет, потому что я сам себе не литературовед, и в статьях, по моих работах много разных слов хороших. Но мне всего вернее, что это такая, да, сверхправда, суперправда. Правда-приправда я это называю. Вот, правда поэтическая, которая сильнее правды физического мира. И вот я именно вот эту правду, приправду и добываю. И она способна преодолеть жесткости физического мира. То есть если в физической реальности мы представляем, какая она, что там все начинается и заканчивается, там все быстро, скоротечно, часто не получается, как хотелось бы. Ну, вот чтобы это, правда, достать, вы все-таки используете, да, какие-то внешние инструменты, Да. я так понимаю. Вот у вас стиль вообще, вот я про стиль хотела спросить, стиль, он вообще важен для писателя? Вот у вас, если говорить о визуальности вашего текста, это у него же такое необычное довольно построение часто встречается, то есть это вот какие-то там по краям сдвинутые, да, края, вот такое смешение прозаического, поэтического текста или там отсутствие, по-моему, заглавных букв, ну, такой сплошной текст. Я, конечно, знаю, что писатели не любят такие вопросы, считают их глупыми, но что это означает? Я не считаю глупым ни капельки. У меня с графикой все очень просто. Мне нравится, и причем это была не революция, а эволюция, это так постепенно. Но я еще в университете учился, только начинал даже, когда я пришел к такому письму. Я люблю, когда текст имеет форму ровного такого прямоугольника, чтобы он не был обкусан по краям, поэтому у меня красные строки
значит, исчезли. Я выравниваю по ширине. Постепенно пали заглавные буквы, потому что они тоже вроде как особо не нужны, потому что ведь есть точка. У меня в плане пунктуации осталось только то, что необходимо для понимания смысла, а все остальное ушло. То есть у меня не так много пунктуационных знаков, как нас учат в школе, хотя я... Ну, вы намеренно это отвергаете? Это я не какой-то отвергаю, протест? А что это? Это само ушло, потому что мне хотелось... За этим стоит мое желание внутреннее, чтобы текст был очищен от всего необязательного, чтобы он был как можно ближе к такому сакральному высказыванию. К истокам таким. Литература, она стремится, художественная литература, к сакруму, к такому, это мое личное мнение, то есть к молитве, к заговорам, там, к речевым каким-то формулам, заклинаниям, несколько слов, которые могут там вызвать ветер или остановить ветер, формулы, которые защищают человека. Вот, и там не бывает много слов, и молитвы не бывают длинными, и не нужно ничего лишнего. Поэтому графически у меня вот ушло все, что не обязательно. Например, у меня кавычки одинарные, потому что две вот эти полоски, мне кажется, это не обязательно, это лишнее. Вот. И я себе ведь не ставил цели вот так вот. Говорю, что это было все постепенно. Но довольно быстро у меня это письмо выработалось. То есть я пишу ровненько, аккуратно, с большими полями. Я это называю воздухом. У меня очень много воздуха на странице. Текст идет посередине. Читать не очень удобно с технической точки Ну, зрения. можно привыкнуть, но да, немножко. Но у меня ведь нет крупной прозы, у меня нет крупных форм. У меня, я пишу очень коротко, и можно всегда остановиться и передохнуть. Все лишнее ушло, осталось только все обязательное. Естественно, я ставлю точку в конце предложения, потому что нужно границу обозначить одного предложения, другого. А нет такого, что вы придумываете новые слова какие-то? Бывает такое. Да? Бывает, Например, вы что-то ввели в обиход, нет? Какое-нибудь слово? я могу сейчас, я сейчас точно забуду, я специально опять-таки к этому не стремлюсь. Но я, например, некоторые слова, которые, допустим, теперь архаичные, а я их очень люблю и считаю очень глубокими, я их иногда использую в своем письме, ну, часто и с любовью. Например, слово «живот» в значении «жизнь». Вот, Ну, сейчас... это же было. Это было, Да. это не я придумал, просто я иногда... Ну, вы прям используете в своем тексте, вот именно в этом Я могу значении. использовать, но если это не фальшиво, если это уместно. Я всегда стараюсь следить за тем, чтобы вот, ну, чувство подлинности и чувство фальши, вот это главное такое, внутренняя проверка. Если я чувствую, что это не нужно, зря, я тогда этого не делаю. Если я чувствую, что да, точно, тогда я высказываюсь об этом. Ну, Вы успели поработать в кино, давайте, да, немножко про кино. Успеем поговорить, не успеем. Вот я думаю, чем отличается вот эта вот, да, работа вот с текстом книги и с текстом сценария? Фильм «Овсянки», да, вот я знаю, что он довольно сильно отличается, да, от вашей книги. Вы как-то к этому относитесь философски, я так понимаю, что я отношусь кино спокойно, всегда, конечно, отличается. Ну, если я соглашаюсь на работу в кино, которая является противоположностью индивидуальной работе писателя, кино, это там много родителей, там все ключевые фигуры родителей, и, естественно, режиссер принимает все решения. Да, и я в кино работаю. Первая моя заявка прошла в конце 2001 года. Плохо умею считать, получается, я больше 20 лет, половину жизни сотрудничаю с кино, хотя сам никогда не стремился, но так вот сложилось, что сотрудничаю половину жизни. И у меня... Я очень рано понял, что, конечно же, сценарист — это не писатель, индивидуалист, который имеет полное право сам отвечать за каждую букву, за каждый знак препинания, и никто его не станет поправлять, там, принуждать. Вот. А в кино сценарист — это фигура номер один, которая действительно создает вот эту, ищет эту землю, эти полезные ископаемые, вот, а потом уже идет режиссер с своей группой и строит на этой земле там сад, город, и как ему угодно там
Но вам не обидно было, что вот, может быть, какие-то, может быть, ваши идеи, может быть, какое-то чувство, которое вы передавали в книге, не прошло в кино, там, какие-то ваши мысли, какие-то ваши образы, или, ну, как-то просто смиряетесь, да, то есть это У меня, как издержки? правило, по фильму, моя фильмография чаще всего это экранизация моих собственных книг. И у меня по счастливому такому совпадению есть надежный тыл, моя литература, мои первоисточники литературные, где все на своих местах, как я хотел. Я всегда могу сказать, что если кино показалось интересным, можете посмотреть, как вот это в исходнике. Вот. И сценарий, понимаете, если литература — это законченное художественное высказывание, это законченное произведение, рассказ или стихотворение, да, вот. Это результат. Писатель пишет, чтобы вот был рассказ или стихотворение. А в кино результат не сценарий, а фильм, естественно. А сценарий — это такой внутренний протокол съемочной группы, внутренний текст, который, в принципе, никто не должен увидеть. И поэтому сценарий постоянно претерпевает изменения, он постоянно что-то в него приходит, уходит. И на стадии, когда он в руках режиссера, и на съемочной площадке возможны какие-то неожиданные изменения, что-то не складывается, и тогда что-то меняется на ходу. И на монтаже, естественно. И только вот когда все приклеено, премьера, и тогда останавливается работа над сценарием. Вот, к слову, о том, кто такой писатель. Писатель, да, вот он, в отличие от актеров, например, да, певцов, чья задача развлекать публику, все-таки звучит гордо, да, и вот вы причисляете себя, скажем так, к некой такой элитарной части общества. Есть такой момент, что вы как-то себя отделяете от других, может быть, ощущаете свою избранность, только честно. В этом же ничего такого нет? Ну, по элитарности пусть на этот счет все-таки говорят другие. Я подаю себе отчет в том, что я умею кое-что, что не могут другие. И, естественно, другие могут то, что не умею я. Это совершенно нормально, в порядке вещей. Я какими-то своими умениями, ну, тем, что я могу художественно исследовать мир и делиться выводами, очень дорожу. Считаете это Божьим даром или что-то таким? И вообще верите в Бога? Да, я верю, потому что если... А иначе у человека никого просто-напросто нет на белом свете. Я отдаю себе отчет в том, что я умею что-то очень важное, нужное не только мне. Я стараюсь вот это свое умение не забрасывать. То есть что-то было внутри меня, что я в течение жизни всячески усиливал, работал с этим, простил, не Вы считаете, это талант или все-таки забрасывал. навык в том числе, или это совокупность? Все совокупность, и мера таланта — это совершенно дело не человеческое, как раз-таки, а Божье, а дело человеческое, не дать себя пропасть, если что-то есть в тебе. То есть, по сути, работать, стараться, если ты умеешь, то значит вот... Вы не считаете себя таким проводником, скажем так, себя? Любой художник проводник. Да, Я себя считаю проводником в определенном смысле, но не таким там сталкером, который, значит, вот я и весь мир за мной. Я Почему нет? Ну, в таком случае пусть так думает каждый художник. Каждый художник по-своему, да, проводник, безусловно. Каждый будет своими дорогами. Но вопрос элитарности — это вопрос совершенно социальный, а не... Потому что что-то у меня получается, наоборот, очень по-дурацки. Я имею в виду там какие-то другие стороны жизни. А что-то получается... Вот литература — это лучше, на что я способен. Поэтому я очень дорожу своим буквально, да, осталось 1,5 минуты. На 1,5 минуты ваш ответ я жду. И вот если не писатель, то кто? Если не писатель, то
хореограф. Я бы, если бы я не писал, я бы танцевал и ставил Это бы, очень неожиданно. Так. и ставил бы танцы сам. То есть я хорошо бы освоил и народные танцы, и современные, и я хотел бы быть таким хореографом, А постановщиком. вы занимались этим? Никогда в Нет? жизни. Я занимался музыкой и люблю. Вот хореографии никогда. Но по душе, по сердцу. То есть вот вы очень задали вопрос, на который у меня есть ответ. Вот мне не нужно. То есть это была все-таки в определенных... Не мечта, я ну, счастлив, вот, что я да, писатель. фантазийная какая-то такая все равно, да, структура? Это просто то, что, ну, вот, на что похожа, не знаю, моя душа. То есть вот это прямой ответ на ваш вопрос. Спасибо, очень интересный был разговор. Спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо телезрителям, что были с нами. И до свидания. Спасибо, до свидания.